О том, что в каждой мечети страны, оказывается, работает милиционер, стало известно лишь на этой неделе. Если для посетителей мусульманского храма это стало новостью, то в МВД даже удивились. Мол, это уже давно норма. По словам правоохранителей, народ наверняка просто не обращал внимания. И потом погоны не обязательны. Службу нести разрешается и в гражданском. Основной функциональной обязанностью органов внутренних дел является обеспечение безопасности во время массового скопления людей. Да? То есть на джума-намазах или в других праздничных намазах милиция обеспечивает общественный порядок. То есть бывают случаи, когда, скажем, происходит кража, да, воруют там обувь. Да? В этих случаях милиция всегда бывает на местах, и это есть в плане профилактики недопущения таких происшествий. Правоохранитель может находиться как снаружи, так и внутри мечети, молиться, говорят в МВД. Анализировать проповедь участковый инспектор не уполномочен. Этим все-таки занимаются сотрудники 10-го подразделения, которые сотрудничают с имамами. Но борьба с воровством, что ни на есть, их обязанность. Многие, к примеру, прочитав молитву, проходят к выходу и не находят свою обувь на том месте, где оставили. Двери мечети открыты для всех. Во время пятничной молитвы большое скопление народа. Некоторые люди этим пользуются. Бывали случаи, когда брали по ошибке чужие телефоны и обувь. Милиция – это основная структура, которая поддерживает общественный порядок. Препятствовать тому, чтобы на пятничной молитве присутствовали и милиционеры, никто не собирается. Правда, по поводу такого решения к нам никто не обращался и никаких уведомлений не присылал. Люди в погонах на территории мечети во время пятничной молитвы – привычное явление во многих азиатских странах. Например, в Саудовской Аравии, говорит теолог Кадыр Маликов. Там дежурит не только полиция, но и скорая. Все для удобства верующих. Подобное в нашей стране тоже неплохо, считает он. Главное, чтобы не было паники среди прихожан. Во многих мечетях, допустим, просто мы видим молящихся, да, допустим, среди верующих тоже людей, представителей правоохранительных органов, да, исполняющих молитву и так далее. То есть мы не обращали внимания. То есть если в таком режиме, то это неплохо, да. То есть присутствие милиции, которая также она исполняет свой долг, и, например, кто хочет исполнять пятничную молитву, да, наравне с верующим, да. То есть это повышает даже какое доверие к нашей милиции, да. То есть мне кажется, здесь работа должна быть очень тонкой, да. Она не обязательно ее как бы показывать. В Кыргызстане, по данным МВД, чуть менее 3000 мечетей. Получается, что столько же правоохранителей несут вахту во время пятничной молитвы. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС.